Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из республики Саха-Якутия. И сегодня я бы хотел выступить в защиту охотников из Якутии, предпринимателей, которые поехали в Африку на охоту на львов. И они подстрелили там одного самца, льва крупного, и одну самку. Самка тоже крупная и, по-моему, походу пожилая. То есть это не молодая львица. Вот, и значит, руки прочь от охотников. Почему начали обсуждать эту тему? Это же тема внутри охотников, это не этот же тема. Он охотник, когда показывает трофеи, он показывает его для других охотников, а не то, чтобы там вегетарианцы обсуждали эту тему. Вегетарианцы, вам какое дело? Это же не ваша тема, вы же не охотники. Вы не понимаете эту штуку. Для тех, которые не знают, да, те, которые не в курсе темы, я объясню, чтобы в мир охоты вам понять, что это такое. Смотрите, лев – это высший хищник, прирожденный убийца. Он убивает других хищников, не задумываясь. То есть они убивают гиен, леопардов, гепардов и иногда людей, если получится. Вот. И они никогда не задаются вопросом, там, можно, нельзя, нет. У хищников всегда есть такая штука, что есть охота для пропитания и есть охота на других хищников. Охота на других хищников – это не для пропитания. Это больше, да, как сказать, для конкуренции, наверное, какая-то штука. Это генетическая штука, которая вложена у всех хищников. Одни хищники убивают других хищников. Всегда так было. Но у львов еще есть такая штука, они что убивают себе подобных. Но у нас, если честно, то у людей тоже есть такая штука, убивать себе подобных. По поводу и без повода. Вот. Но мы жестче, конечно, люди, конечно, значительно жестче. И, значит, разница, вот смотрите, у нас вообще в современном мире огромная проблема с этими вегетарианцами. Потому что эти вегетарианцы, вот один вегетарианец, блядь, у нас уже достал меня с сволота. Для вегетарианца бродячая собака намного дороже, чем сотни людей. Ну, обычно так же. Он у нас Адольф Гитлер, вегетарианец, блядь. Для него любая дворовая собака была дороже, чем жизнь миллион евреев. Ну, они же нас атакуют. Я, например, люблю охотиться. И я очень-очень горд за наших предпринимателей, которые поехали в Африку охотиться на львов. Ребята, Яковлевы, Большаков, вы молодцы. То есть это очень, как сказать, я думаю, вот буквально вот если бы я охотился, что бы я чувствовал, когда ты высший хищник, это же один раз в жизни случается охота на льва. Ну, может быть, два, но чаще всего один. И самочувствие, вот какие чувства вызывает у человека, у мужчины, охота на самого опасное существо, другого хищника, ну, как похожего на нас, но другого хищника, какие пробуждает спящие в нас чувства, которые слаживались там за последние миллион лет, наверное, нашей эволюции. Потому что люди всегда конкурировали, наверное, со львами. Вот. И это же не разница в том, что, например, там у вегетарианцев это как? Скука и развлечение. Да? Вот у них же это разница. Они другого просто не знают. А у охотников это другое. У охотников это когда вот твоя охота сопряжена опасностью для жизни. Это риск. Потому что как бы то ни было, это домашнее животное, этот лев, да, далеко не дикое животное. Его фермеры развели специально для охоты. Но все равно это не отменяет того, что этот лев все равно остается львом. Существо опасное. У нас в зоопарке же есть львы. Абсолютно домашние существа. Они даже себя львами, наверное, не считают. Но инстинкты всегда убийца у него есть.
В клетку с львом заходить нельзя. Какой бы он домашний ни был, это опасное существо. Даже сам, когда ты видишь этого, наверное, вау, льва, потому что подойти это довольно сложно. Тем более никаких решеток нет. Либо ты, либо он как бы. Вот. И почему я поздравляю этих охотников? Потому что африканским фермерам нужно же помогать же, во-первых. Потому что, ну вот, например, если взять Америка, у нас в Америке, если разводишь крупный рогатый скот, допустим, да, корова у нас стоит в среднем около $2000, как-то я слышал. Вот. А если покупаешь быка-осеменителя для разведения, то это стоит около, ну, где-то около $20 000, где-то я такое слышал. Ну, если просто это племенной бык. А если покупаешь там специально для каких-то там конкурсов и так далее, там быка с паспортом, с родословным, там до $1,5 миллиона, что ли, доходит, что-то я такое слышал. Ну, там аукционы среди супербогатых. Ну, есть же у нас в Америке эти фермеры, миллиардеры, у которых там раньше с маленькую страну, да, европейскую страну. Вот, они разводят вот такое. А для обычного фермера, знаете, как на коровах особенно не разбогатеешь. Ну, как бы, по крайней мере, в Африке, да. В Африке корова, наверное, еще дешевле стоит. Но лев, например, разведенный для охоты, для охотников, для именно вот этих охотничьих туров, ну, стоит от 20 до 40 тысяч долларов, я так слышал. А если, наверное, хороший лев, такой с большой гривой, красивый, там, скажем, 5-летний лев с хорошей родословной, ну, чтобы действительно такой у него презентабельный вид был бы, и еще если пропустить его через аукцион, ну, наверное, можно выручить там от 50 до 100 тысяч долларов, наверное, можно. Я не знаю, проводится ли там аукционы или не проводится, я не знаю. Но в любом случае это даст возможность африканским фермерам разводить этих львов. Потому что, как сказать, ну, на коровах-то особенно много. Ну, можно заработать, но на львах. Содержание львов, конечно, 5 лет, от 3 до 5 лет кормить эту большую кошку. Ну, там, наверное, внутри есть купля-продажа вот этих самок львов именно для разведения. У крупных самок ну, с красивым видом. Там же все-таки эстетика важна. Выводок у нее примерно в среднем 6, наверное, котят. И от этого там самки продаются для разведения другим фермерским хозяйствам, а самцы именно откармливаются для охоты. И вот у хороших, наверное, ферм уже расписан на ближайшие 5-6 лет, наверное, весь выводок. И ну там, если хотя бы двоих-троих львов в год, наверное, если выращивать и продавать в туристические компании, то, наверное, буквально там это еще помогает к тому, что увеличивается популяция львов. Дело в том, что раньше, еще 100 лет назад, говорят, что количество львов было там от 100 тысяч до полумиллиона львов было в Африке в общем. Но из-за того, что львы нападают на домашних животных, ну, у нас та же история в Якутии с волками же, вот, а у них там львы, они нападают на крупный рогатый скот. Фермерам это не нравится, и фермеры начинают их отстреливать. Вот. И в результате в некоторых странах Африки львы исчезли вовсе. Но если сейчас развить этот туристический сектор охоты на львов, то я думаю, что популяцию львов, по крайней мере в ЮАР, можно постоянно держать в количестве там, от 10 до 20 тысяч львов, если популяцию держать именно в фермах для разведения, то было бы круто, наверное. Потому что лев и так долго не живет, на самом деле. Крупный самец живет где-то лет 10,
прежде чем погибнет в схватках с другими львами из-за прайда, то есть из-за гарема его. Так сложена их популяция. А мы генетически склонны к тому, что мы должны охотиться на других хищников с риском для жизни. Это не, еще раз повторяю, не та штука, что ты там, тебе скучно и для развлечения пошел льва убил. Ну, долбоеб ты, что ли? Ну, зачем такое делать? Нет, есть обычная охота, а есть, то есть, когда ты охотишься для пропитания, есть такая штука, и когда ты охотишься на другого высшего хищника. Обычная охота для пропитания – это одно. Это ежедневная, как сказать, то есть не ежедневная, а ежесезонная такая штука традиционная. Это нормально. А вот охота на высшего хищника – это другое. Там охота на отстрел волков, например, это у нас другая штука. Там у тебя сердце куп-куп-куп-куп, потому что это волк. Он тебя учует там за 10 километров, за ним нужно бежать. И волк – существо очень опасное, очень хитрое, очень умное, очень благородное животное. Тут со всем уважением же. Я не видел, чтобы там вот Яковлеву и Большакову после, как они добыли этого льва, со всем уважением же там, как этот волк, лев лежит, это же на фоне сфотографироваться, это вау. Вот та фирма, которая организовала эту охоту, получила вот где-то от 20 до 40, до 50 тысяч долларов. Ну, этот лев еще крупный же, и самка тоже крупная. То есть тогда они потратили ориентировочно от 50 до 100 тысяч долларов, наверное, потратили для этой туристической компании. А туристическая компания, в свою очередь, покупала у фермера вот этого льва и львицу. Судя по всему, они еще пожилые были, вот эти, то есть уже в возрасте самку. Потому что куда она уже, если не плодится? На охоту отправляет, естественно. И, естественно, эти деньги будут потрачены на увеличение популяции львов. Когда они закупят еще там пару самочек, которые будут приносить приплод там по 5, по 6 львов каждый год. Это же круто же. У львов там количество будет увеличиваться. Вот, например, если в Европе смотреть, да, волков совсем нет. Почему? Истребили вегетарианцы, сволочи. Там хотя бы, если бы была охота в Европе на европейского волка, например, да, чтобы была охота, если бы там был сектор экономики, в котором фермерам разрешили бы разводить серых волков именно для туристических целей, то есть когда больших особей они могли бы продавать туристическим компаниям, охотничьим компаниям, которые организовывают охоту на волков в Европе, тогда мы бы получили определенную популяцию волков в Европе. А сейчас что? Европейский волк практически исчез. Почему? Фермерам невыгодно их разводить. Туристическим компаниям запрещено вроде жестокое обращение к животным. А кто их тогда должен разводить? Ареал жизни для волков в Европе нет. Даже в Украине нет. Посмотрите, вот СВО, там, где проводится, вся степь превратилась в поля же. Там вот зеленка, поле, зеленка, поле. Так же, где там волкам и медведям, допустим, да, разводиться? Ареала нет. Но вегетарианцы говорят, давайте уничтожим там половину человечества или там 3/4 человечества уничтожим. Не дай бог, они еще придумают кастрации для мужчин, да? Совсем охренели. Был у нас уже один вегетарианец, Адольф Гитлер, блядь. Пиздец, мы 100 миллионов человек тогда потеряли. И притом нельзя осуждать вообще охотников. Вы что с чем сравниваете? Если вы хотите показать, что вы такой хороший, а охотники такие плохие, то сначала вы должны осудить, наверное, политиков. Потому что политики убивают значительно больше. Охотник убивает столько, сколько надо. Охота для пропитания – это одно. Это с войной связано. Есть охота на других хищников высших. Это другая охота.
сопряженная с опасностью. Очень трудная охота. И это для нашего вида вполне нормально. Именно это делает нас доминирующим видом на нашей планете. Мы еще охотимся на себе подобных, но охотники по сравнению с политиками, камон, ребят. Вот эти все, которые осудили вот этих Яковлевых и Большаковых, почему-то вот политиков Путина почему-то не осудили. Почему? Вот Яковлевы и вот этот Большаков убили одного льва и одну львицу. Путин убил 1 миллион человек и продолжает это делать. Что-то я не слышал, чтобы они осуждали политиков. А вот нас в Якутии тоже отправляют. Да уже 5000 якутов или сколько там погибло. А это ваши соседи, мужья, сыновья. И что-то я не видел. Я осуждаю. Как будто, блядь, лев, он был безоружным там в Африке. Лев вооружен по рождению. У него ногти, это есть когти и клыки. Лев вооружен. Да, СВОЧа люди тоже вооружены с автоматом, но, блядь, никакой чести в убийстве, ну, наверное, может быть, где-то есть. Там героя России или героя Украины получить, да, в войне в Украине. Там ножевая схватка или какая-то другая схватка. Ну, конечно, там, да, там определенный героизм точно есть. Там можно получить героя России или Украины, там, наверное, можно получить. И, наверное, это, возможно, заслуженно. У нас американцы тоже ездят в Украину на охоту, на войну. Вот. ЧВК там, не ЧВК. Но в России тоже есть ЧВК, которые тоже в Украину ездят. Но в любом случае, блядь, сравнивать охотников, которые охотятся на львов, и сравнивать охотников, которые охотятся на людей, да, а это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Путин и Яковлев, а это даже рядом не стояли. Охота Яковлевых и Большакова на львов увеличивает популяцию львов в Африке. Почему? Потому что фермерам становится выгодно разводить этих львов. И они их разводят. И это увеличивает популяцию львов. И это хорошо, когда львы не исчезнут в Африке как вид. Вот. Это помогает это. И помогает людям нам, значит, натачивать. Если мы не будем охотиться на других хищников, то, как говорится, наши охотничьи инстинкты потупеют. Говорят, ну это домашние львы. Ну я понимаю, что это домашние львы, но это все равно львы. Если не верите, идите в зоопарк, зайдите в этот вольер с львом, посмотрим, что от вас там останется. Да? Так что, ребята, предприниматели Якутии, которые охотились на волков, ребята, я вас лично поддерживаю. Молодцы. И ни в коем случае вас не осуждаю. Если у вас будут финансы вам позволить, съездите еще. Потому что в Африке действительно там вообще фермерам нужно помогать. Деревне всегда нужно помогать. Так или иначе. Одевайте шубы норковые, чтобы люди разводили норок. Соболей, чтобы разводили. Там, носите шубы женщины. Почему? Это помогает фермерам, чтобы соболь и там норка не исчезли. Ешьте много говядины. Покупайте его, много говядины. Ешьте 3 раза в день мясо. Это полезно. И полезно фермерам тоже. Значит, ну, кто любит свинину ешьте. Вот. Яйца, курятину ешьте, чтобы фермерам было там выгодно все это производить. А вегетарианцы, захлопните варежку. Мы к вам не лезем, вы к нам тоже не лезьте. Вот. Что об этом, ребята, думаете? Спасибо.